Келгендеріңізге рахмет. Наверное, все упражнения будут выполнять те, кто пришел офлайн. Но я обращаюсь к тем, кто сейчас слушает меня онлайн. Вы тоже, наверное, должны выполнить все упражнения, если хотите что-то для себя взять. Психосоматика деген терминді қазір орысшада, қазақшада білмейтін адам жоқ болып шықты ғой. Бізде бүгін қанша білмеймін, 80 мың адамға көріп шықты осы шақыруда. Сол 80 мың адам ішінде сіздер осында келіп отырсыздар. Сондықтан мен қуаныштымын, бүгін тек менің көңілім толмайды, мүмкін біздің тренинг кафенің қалтасы біраз толып қалады деп ойлаймын. Осындай жақсы келіп тұрсаңыздар, мүмкін онда апта сайын келем ба. Мен қазір өзі айына бір рет келіп жүрмін тренинг кафеге. Осыған жолды сіздерге көрсетейін деп, психоанализға деген сіздердің сүйіспеншіліктеріңізді көбейтуге. Итак, я надеюсь, каждый из вас любит себя, хотя бы на сознательном уровне. Ну а сегодня, когда будем разбирать тему психосоматика, вы поймете, любите ли вы себя на глубинном, бессознательном уровне. Итак, давайте мы сначала хотя бы 5 человек спросим. Ну, кто онлайн, вы можете написать, что такое для вас психосоматика. Қағазда, ручкада жазсаңыздар болады, бірақ сіздер осында отырсыздар, сондықтан дауыстап айтсаңыздар болады. Сонымен сіз үшін психосоматика деген не? Бізде бүгін жігіттеріміз көрініп жатыр, мүмкін жігіттерге сөз беретін шығармыз. Бізге салондарға жігіттер аз келеді ғой деп. Ау, жігіті. Барсыздар ма? Қалайсыздар, мырзам? Психосоматика деген не сөз үшін? Бірінші естіп тұрсыз ба? Бірінші естіп тұрсыз. Шыңғыс мырза қайда тығылып қалдыңыз? Не бар? Психосоматика деген не сөз үшін? Психосоматика деген ол адамның мысалға менің ойымша, мен оқығаным түсіну бойынша, мысалы адамның жүрегі ауыратын болса, ол көп нәрсені уайымдайды, переживает етеді. Болмаса, мысалға адамдар артық салмақ болатын болса, ол көп артық информацияны өз бойына жинап алған. Яғни эмоционалдық тұрғыда адамның тәніне тікелей әсер етуі. Психосоматика деген. Жарайды. Сіздің жауабыңыз? Мен ойымша, психосоматика деген адамның денесі жаны үшін сөйлейді. Мысалы, бір эмоция бойынша бір нәрсе жетіспесе, бір органдар ауырып немесе бір знактар береді. Психи деген сөз, жан деген, сома деген, тән деген нәрсе. Қазақша баяғыда менен қазан 100 жыл бұрын ба, шәкәрім қашы не деп жазып кеткен. Жан мен тән ерлі қатын деп кеткен. Сондықтан ерлі қатын жұбай екеуі бірге үйлесімділік. Сонда психосоматиканы жан мен тәннің үйлесімділігі туралы ғылым десек болатын шығар. Сонда сіздің жаныңыз өзіңіздің тәнін түсіне ме? Сіздің тәніңіз өзіңіздің жаныңызды жақсы көре ме? Екеуінің арасында үйлесімділік, гармония бар ма? Сондықтан мен сіздерге қазір бірінші тапсырма берейін деп тұрмын. Ручкаларыңыз, қағаздарыңыз дайындаңыз, жоқтарыңыз телефонға. Бірінші хат. Первое письмо. Или письмо номер 1. Я вам дам первую строчку, дальше пишите сами. Пожалуйста, никто никому не мешает, только официантам потихоньку заказ свой делаете, окей? Каждый работает над собой. Ведь ваша же цель сегодня хотя бы чуть-чуть помочь себе. Помочь, хотя бы один шаг сделать в сторону гармонии вашей души и от своего имени напишите письмо очень честно, очень искренне своему телу. Никто, кроме вас, это письмо читать не будет, только если вдруг захотите. Өзіңіз оқып берем десеңіз, оқып бересіз. Былайша, шын мағынада жазыңыз. Қандай хат жазасыз? Әркім өз денесіне үңіліп хат жазады. Тек мен тоқта деген кезде ғана тоқтайсыздар, қазірше жаза бересіздер. Ну, наверное, некоторым совсем неудобно, если печатать, можете потихоньку диктовать на свой диктофон. Так, вы тоже, пожалуйста, задание поняли, выполняете.
Письмо номер 2. Да, все слетает. Стойка не работает, телефон упал. Я сюда его присоединю. Хорошо. Пусть тогда так. Итак, письмо номер 2. Екінші хат. Здравствуй, такой-то, такая-то. Я твое тело, я получила твое письмо, и вот хочу написать тебе ответ. Саламатсың ба, пәленше. Мен сенің денеңмін, сенің хатыңды алып едім. Соған хат жазайын дедім, жауап берейін дедім. Письмо номер 2 – это ответ вашего тела на ваше первое письмо. Каждый пишет самостоятельно, никто никому не мешает, не заглядывает, не подглядывает. Пишем. Дайте слово своему телу. Дописываем последнюю фразу. Тело с вами прощается. Денеңіздің соңғы сөйлемін жазып бітіріңіз. Еще раз махнули рукой. Письмо номер 3. Здравствуй, мое тело, я получил твое письмо. Саламатсың ба, менің денем, мен сенің жауабыңды алып едім. Опоздавшим помогите где-нибудь расположиться. Третье письмо уже пишем. Үшінші хат. Денеңіздің хатына жауап. У кого нет ручки бумаги, на телефон можете записывать. Раздевайся, присаживайся.
Закончили, попрощались. Бізде залда микрофон жоқ, бірақ қолдарыңыз көтерсеңіздер, бөліскілеріңіз келсе, сондай мүмкіндік бар. У кого есть желание поделиться своими наблюдениями, что вы сами о себе сейчас узнали? Какова же связь между вами и вашим телом? Герман Мурза, есть ответы ваши, выводы какие-то? Заодно я вас представлю. А? Вы? Хорошо, давайте вас начнем. Только чуть-чуть встать, да, чтобы вас слышно было, видно было. Ну, давайте сюда. Просто вас слышно будет. Вы вот здесь станете, они увидят, а здесь услышат вас. Вот просто выводы, что вы о себе узнали. Ну, что я загружаю много едой себя. Угу. Я она попросила заботиться, и чтобы меньше ела. Угу. И что вы ответили? Жаным, я тебя услышала, мне очень жаль, что я тебя загрузила много едой, теперь буду больше заботиться. Аплодируем. Спасибо. У нас в Алмате теперь одной стройняшкой будет больше. Так, Герман Мурза, есть у вас ответы? Поделиться хотите чем-то? Так, кто здесь готов с Вот этим? прибывшие, можете сюда пройти, здесь места есть. Угу. Пожалуйста, да. Сен Турсанис. Да, просто выводы ваши, да. Мои выводы были, что у меня было обида. Или сюда выйдите, оказывается, вас не увидели. Я-то вижу. И не слышу. Да. Қазақша Қазақша бәрібір қай тілде болса да. Мына жерге тұрсаңыз, сізді мына жер естеді. Аналар көреді, мыналар көреді. жарайды. Сәлеметсің бе, менің денем. Саған жазып отырған мен қандай қателігімді, әлсіздігімнен сен ренжіткенім үшін кешірші деп сұрадым. Кешірім сұрадым. Сені естімегенімді, сенің сигналдарың дейді ғой анда. Иә. Айтқандарыңды байқамадым, көрмедім, соқыр болғаным үшін кешірім сұрадым. Оның жауабын алдым, жауабы енді маған да бір шынында да жүрегімнен тоқып шықты. Ол айтады, я дейді, мен түсінемін дейді, сен оны көрмедің, өйткені өзіңнің быт дейді проблемаңда жүріп, ештеңке естімей соқыр, как крот дейді ғой, жүрдің. Сондай жауап алдым, түсіндім, мен сені ең басында, мен сені жақсы көремін деген. Прям, знаете, тоқып кеттім, маған бұл өте ұнады бұл жауап. Енді үшіншісі, сол алған жауабымдағы әсерімді мен өте қуаныштым. Ең бастысы, сенің маған ренжіс қылмағанына қуаныштым. Ең бастысы, сол толқытып, қуантты және рахмет саған. Бұда бір-бірінен ренжімей, бір-бірімізбен тату, бір байланыс. Тату, өмір сүресіздер. Иә, сонымен бір-біріміз тату. Жауаптар алдым, өте қуаныштым бұл хатына. Өзімен байланысқа. Я думаю, что у нас места хватит и третьему человеку. Есть еще? А мужчина есть у нас? Мужчин нету. Нету. Окей, тогда вам. А, есть мужчина. Идемте сюда. А потом вам слово дадим. Настоящий полковник. Как же без мужчины? Есть мужчина у нас. Итак, что вы о себе поняли? Я понял, ну это, может быть, я буду как бы это, похвастаться хочу, но я такой ощутил благодарность своему телу, что оно по жизни так идет со мной вместе рядом, что у нас есть все равно связь со своим телом, я веду беседы, и у меня тоже есть такая способность регенерации, да, человек может себя восстанавливать, и у меня, я понял, что у меня тело, оно, это, у нас есть связь, и она отвлекается всегда на мои потребности в жизни. Вот. И я вам всем тоже этого желаю. А тело что вам ответило? Тело, оно благодарно мне тоже, что у нас есть взаимопонимание. Вот. И оно обещает мне тоже не подводить, также и следовать со мной по жизни. Окей. А вы можете писать здесь ваши выводы. Кирилл, на каком удобно, пожалуйста. Мое письмо телу. Чуть ближе. Здравствуй, мое тело. Хочу тебе сказать.
Не надо бояться этой брадикардии, она у тебя компенсаторная. Займись собой и не ленись. Вот. И она Давайте телефоны на беззвучном держать. тело мне отвечает: дорогая, это же зависит от тебя. Это ты ленишься. Ты не хочешь заняться мной, лежать и ныть тебе проще, чем работать надо мной. А ведь я-то благодарная, ну типа тело. Я ему отвечаю: да, я понимаю. Но если честно, я сегодня это поняла, что я вот как раз таки не могла перебороть свою лень, да, думала, все, конец, сердце мое не работает, то есть, вот. И вчера только я типа хотела ныть, реветь, а сегодня утром меня осенило, и я сделала зарядку. Можно тогда вас попросить 3 раза прыгнуть, какая я молодец? Какая я молодец! Какая я молодец! Какая я молодец! Спасибо. По этому упражнению выводы вы послушали. У каждого, я думаю, есть свои выводы. Ну, есть ли у вас вопросы ко мне по этому упражнению? Потому что дома вы можете это упражнение проделать с каждым членом своей семьи. Психологи могут в своей школе, в своем классе провести, с соседями, с друзьями. Вот новогодние праздники скоро будут длительные. Можно вот весело так провести время. Сұрақтарыңыз бар ма? Все было понятно в этом упражнении. И теперь мне нужно 2-3 человека, кто... Те люди, которые сейчас выступали, у них все-таки позитив, да? Они со своим телом дружат и любят, полюбили друг друга. А есть тот, кто обнаружил, что, оказывается, он и она, и тело друг друга не понимают, не поддерживают. Есть? Идемте сюда. Так. Еще кто-то есть? Так, идемте сюда. Мы 2-3 сейчас слово дадим. Так, подходите. Она же орын бос қой. Да, келеванс. Если там не поместится, можете туда пойти. Да. А вы чуть-чуть подождите, да, сейчас? Да, пожалуйста. Что вы Я даже не узнали? знаю, что сказать. Просто я встретилась с сопротивлением, когда я начала говорить про тело, писать. Я даже не знала, к чему именно обращаться. То есть я понимала, и речь идет о теле, и я знаю, что есть... И вот я не знаю, к чему обратиться, я там застряла, и такое чувство, я прям так расчувствовалась, хотела плакать, и меня, как всегда, вот я отвлекалась. И у меня было Хотелось впечатление. плакать. О чем? От чего? Жалко, что ли, стало себя. За что? Можете сказать? Ну, экран вас не видит, но только здесь люди видят. Не знаю, за что, вот не знаю, мне стало жалко. Жалко себя Как будто или я жалко тело? запустила свое тело, не берегла, вот, поэтому жалко стало, я закрылась, потом я дальше не знала, что писать. Вот, прям не знала, что писать дальше. Уже плакать хотела, и все, я на этом застряла. Ну, тогда вам будет индивидуальное задание. Вы дома, не спеша, все-таки это письмо напишите. Так и будете писать. Мне жалко, тело, что я запустила тебя. Тело, может быть, тоже что-то ответит. Поплакать вместе с телом, да? Да, я подумала, наверное, дома я как-то... Слезы – это хорошая терапия. Окей, спасибо вам за честность. Келеванс. Атым Медина, мен жылдар алдында ішімде қарсылық Чуть-чуть болды. сюда ближе. Ішімде қарсылық болды, жылағым келді, өзімді қалай бар солай қабылдай алмадым. То есть жазғым да келген жоқ. Ол көптен бері өзімді бағаламағаннан мүмкін сенит етіп жаңағы солай жасамағаннан деп ойлаймын. То есть маған ішімнен қарсылық келді. Сен мені жақсы көретін кезде жақсы көрмедің. То есть бағалайтын кезде бағаламадың, уақытында қадірлемейсің деген сияқты болды. Сондай қарсылық көп болды, жаза алмадым даже. Жылағым кетті, но адам көп болды да мен жылай алмадым. Ыңғайсыз, но үйге барып тағы да жазу, ойымда бар тағы да жазу. Өзім мінезім қалған кезде. То есть полный ашылып жаза алмадым. Окей.
Иә. Шындығыңызға рахмет. Тем людям, у которых не получилось найти любовь, взаимопонимание со своим телом. Первое. Вы можете дома, не спеша, в уединенном месте продолжить это письмо. Да, первое, второе, как минимум 3. Но если вы хотите, у вас и 4-е, и 5-е письмо может быть. Все глубже и глубже будете что-то про себя узнавать, и поэтому переписка может быть длительной. И я надеюсь, что это упражнение уже как вводное, да, вы уже теперь подходите к тому, что же такое психосоматика. Вы по некоторым людям увидели, душа поет и веселится, поэтому тело поет и веселится. Ну и наоборот, тело здоровое, тело подтянутое, тогда и душа подтянутая, и душа радостная. Поэтому вот если это супруги, тело и душа, значит семья будет крепкая, то есть личность будет крепкая. И это зависит от нас. И теперь понимаете, что наши многие заболевания, может быть даже большинство наших заболеваний, связаны именно из-за того, что между телом и душой нету гармонии. Они не обнимают друг друга, они не понимают друг друга, они начинают воевать. Да? Душа хочет одно, тело хочет другое. И поэтому этот конфликт проявляется в болячках всевозможных. Это могут быть внутренние конфликты, это могут быть внешние конфликты. Младенцы, например, пока они еще не умеют говорить, самые первые, например, 3-4 месяца, младенец думает, что его тело – это тело мамы. И наоборот, младенец думает, что мама – это есть сосок. Он же только сосок перед собой видит, да? Если еще очень молочная женщина, вы вообще там все лицо одним соском можете закрыть новорожденному. Поэтому он думает, что вот этот сосок – это и есть мама. Вот наша первая связь между душой и между телом начинается с первого шага нашей жизни, да? Где мама, где я, младенец не понимает. И нужно определенное количество внимания. Нужно внимание к душе малыша, нужно внимание к телу малыша. И тогда он начинает понимать, это мое тело, это тело мамы, это моя душа, это душа мамы. Как вот, я думаю, что и на русском, и на казахском младенец начинает думать и говорить от третьего лица. Вовчик хочет кушать. Маяның қарны ашты. Айдар қарны ашты. Да, сам о себе малыш говорит в третьем лице. Ну так и положено, потому что он же слышит вокруг все про него. Нан жүргегін ауыстырдың ба? Памперсы поменял, молоко ты ему дал, он поел, он что-то, и он думает, что это он и есть. Затем уже 1,5-2 малыш уже умеет говорить, он начинает говорить ты про себя. Ты хочешь кушать, ты хочешь пипи, ты хочешь пупу. Почему? Потому что мать так с ним разговаривает. Ты хочешь пить, ты хочешь есть. И поэтому он думает, что он это ты. Видите, как он далек еще, да, между душой и телом. Вот эти вот ступеньки, они воссоединяются. К 3,5 хотя бы. Но ребенок уже должен говорить «я». Наконец-то у него есть «я». Это значит, душа и тело соединились. Да, и он говорит «я хочу кушать». То есть вот, когда малыш говорит «Айдар хочет кушать», он предполагает, что тело – это что-то другое. Да? Вот тело его хочет кушать, Айдар хочет кушать. И сейчас, когда взрослые в моем кабинете и даже здесь, послушайте сами себя и друг друга. Вы сами к себе обращаетесь все еще на «ты». Уж, наверное, если вы будете про себя говорить «он», «она», это тогда на Каблукова будете жить. Но пока вы здесь, значит, «ты» говорите. Вот вы рассказываете о чем-то. Ну вот ты же увидел, вот ты встретил, вот ты говоришь. Вы о ком сейчас? Нас 2 человека. Это вы сейчас про меня? Джо, мен өзім туралы айттым ғой, мен өзім ғой барған, өзім ғой көрген, өзім ғой келген. Видите, остатки того, что у нас были какие-то травмы, там в раннем младенчестве, проявляются в нашей грамматике даже сегодня. И теперь тело, чтобы человек сегодня в 30, 40, 50 был доволен своим телом, его телом довольны должны быть родители самые первые часы, недели, месяцы. Көтеніңді аппақ, бетіңді аппақ, басыңда томпақ, көзіңді томпақ. В общем, все, что вы хотите, ребенок это должен слышать. Ребенок должен видеть ваши глаза, которые его тело принимают. И его тело должно получать вашу ласку. Ребенка как можно чаще и гладить, и обнимать, и качать, и на голову сажать, и на плечи сажать. Ну, знаете, это вообще-то отцовская функция. Отец должен такие шумные всякие физические игры играть. Но и бабушка, и мама, и тети все должны вообще-то
именно телу ребенка давать внимание. Вот почему я выступаю очень часто против злоупотребления казахской колыбелью. Нельзя малышу лежать в беседке сутки напролет иногда, даже если это очень удобно маме. Нет, нельзя. Тогда у него тело скованное. И вот сегодня вы слышали нашу девушку. Как знать, она сегодня будет звонить своей маме, узнавать, бесікте көп жаттыңыз ба, қаншаға дейін сіз бесте жаттыңыз, неше сағаттан бесте жаттыңыз екен, соны сұрасаңыз. Бар ма сондай? Мамаңыз, папаңыз, әжеңіз әлі бар болса, соны сұраңыз. Иногда это городская семья, хорошо, казахской колыбели нету, но в советское время вы помните, как мы паковали новорожденных. Да? Вот все, кто старшее поколение, все помнят. Это прям четкий такой конвертик. Этот угол сюда, и такой оловянный солдатик должен лежать у нас на кровати. Да? И вот эта вот штучка ровно такая треугольная должна быть. Если не треугольная, значит ты плохая мама. Но это тот же самый плен, понимаете, мы тело сковали. А чем раскрепощеннее тело, тем самостоятельнее и здоровее ребенок, потому что душа наша растекается по всему нашему телу. А если тело скованное, душа тоже скованная, тогда нету радости. А радость это как молоко, которое бежит через край, да? Только успевая его ловить. Вот истоки оттуда наших проблем с телом идут все оттуда. И поэтому сейчас, пока я кофе пью, пожалуйста, напишите, а потом вслух скажете. Именно про ваше тело 3 эпитета от вашей мамы и 3 слова от вашего папы. Именно про ваше тело, что они говорили. Что они говорили в детстве или... Да. В детстве. Все, что вы помните. Мысалы, ойымына бадыраған көзіңден десе, это же про ваше тело, про ваши глаза же. Примерно так. Несіп ханым, можешь сюда пройти, здесь. Сюда, метод. Герман Мурза, вы потом минут за 10 сюда подойдете, да, я вас представлю, и вы тоже мне поможете тему эту раскрыть. Ваше квантовое освещение как раз сюда пойдет. Пожалуйста, я думаю, вы готовы. Әлі сөз алмағандар. Итак, что папа говорил про ваше тело, что мама говорила про ваше тело, что осталось в вашей памяти? Дайынсыздар ма? Айта қойыңыз. Кто будет говорить? Дайындарыңыз бар ма? Кто ближе сюда к микрофону? Что вспомнили? Так, громче просто тогда. Мама говорила касыжок, не бележок. Папа говорил тимекос или апапкос. Окей. Вот из того, что вы вспомнили, берете негатив. Вот вы сейчас услышали, кішкентай қызға шешесі не деп айтқан? Белі жоқ. И сегодня какая проблема? На самом деле белі жоқ, да? Переедание для того, чтобы скрыть талию. Почему так дети поступают? Это же все еще ребенок своей мамы. Для каждого из нас наша мама – это Бог. И если мама сказала белі жоқ, я костьми лягу, но я сделаю свою фигуру такой, что белі жоқ. Нету талии, все. Понимаете, что бы ни было, бессознательно я так люблю маму, я так хочу выполнить все, что она мне желает. Если она сказала, у тебя нет талии, я так и вырасту, у меня талии не будет. Вот теперь, если вы поняли причину лишнего своего аппетита, может быть, теперь вы остановитесь, и талия наконец появится. Да? Пожалуйста, что вы вспомнили? Угу. Шашына кейін тартқан бұйра, көзім жылтырақ маған саған жалтырап тұрады деп.
Мгм. Вот это все вам нравилось? Нравилось. Тогда сегодняшнее ваше письмо было позитивным. С телом разговаривали. Спасибо. Вот вам еще раз пример. С детства девушка помнит позитивные отношения, позитивные фразы о своем теле. И поэтому сегодняшнее письмо – это же как результат отношения между душой и между телом. Поэтому, как только вы ловите себя на том, что стали критиковать тело своего сына или своей дочки, быстро закрывайте свой рот. Қазан өзіңіз кім, қазанды жауып қойыңыз. Про тело, даже если на самом деле там есть какие-то изъяны, все равно нужно найти позитивные моменты. Вот я люблю всегда вспоминать Ника Вуйчича. Если бы Нику Вуйчичу мама и папа каждый день говорили: «Ой-вай, бишара, қолаяғың жоқ», что с ним было бы? Мы его сегодня знали бы, кто такой Ник Вуйчич? А я думаю, они об этом не говорили. Но они говорили о том, что у него есть. Они говорили: у тебя умный взгляд, да? Ты умный, у тебя 5 тонн мозгов. Что-то вот такое говорили. Ему говорили, что у тебя доброе сердце. Ему говорили: у тебя красивая улыбка. Поэтому и вырос ребенок таким уверенным и таким творческим. А что мы делаем? Мы такие очень плохие родители. Бабушки, дедушки тоже. У ребенка все на месте. Карскоз. Если тут сидят корейцы, извините, пожалуйста, потому что мне самой такое говорили: карскоз, кореянка и все остальное. Потому что я жила в Узбекистане, вы знаете, они европеоиды, глаза у всех огромные, и на их фоне, конечно, я была карскоз, кореянка. Ну и ничего страшного, это кто-то один говорил, мой дядя, но я точно знала, что он меня любит, поэтому я на него не обижалась, и на этом акцента нету. А если бы я была бы нелюбимая этим дядей, если бы я это сделала акцент, что тогда со мной на сегодня было бы, например, да? Поэтому все свои слова сейчас, второе домашнее задание каждому из вас, кто здесь. Просто напишите, чтобы не забыть. Вы пока едете домой, вы вспоминаете все плохое, все критическое. Ну, а вы у себя дома сидите, поэтому это вам быстрее сделать. Все критическое, что вы говорили о своем сыне, о своей дочке, о своем внуке, о своем племяннике. В общем, кто после вас, пожалуйста, есть WhatsApp у всех. Попросите прощения. И больше никогда вы не будете говорить карскоз или еще что-то такое. Да, А что говорить, если родитель уже в сознательном своем возрасте, уже взрослому ребенку, тычет на его какие-то, скажем так, недостоинства? Ну, для него это недостаток. Что это говорит? Это говорит о недовольстве. Родитель все еще недоволен своим ребенком. У родителя всегда есть какие-то ожидания, и ребенок не выполнил эти ожидания. Но родители тогда психологически неграмотные. Это вообще-то плевок в душу своего ребенка. Это не моя проблема, это его проблема, правильно? Конечно, конечно. А вы теперь уже, когда вы повзрослели, даже если мама и папа продолжают говорить карскоз, не знаю, хотите, возьмите сантиметр, сделайте себе там операцию по европеизации глаз. То есть сделайте что-то наоборот. Ну, иногда, не знаю, даже карскоз, но если это, вы себя сами любите, то разрез глаз, да, очень красивый, и вы можете даже за эти глаза себя уважать. То есть я предлагаю вам отделиться от мнения мамы, отделиться от мнения папы. Пусть папа считает белым жок, ну, а я точно знаю, белым менің бар. Да? Это будет ваше мнение, это будет ваше собственное отношение к вашему телу. Самое главное, чтобы ваша душа и ваше тело были вместе. И тогда вместе вы победите любую болячку. Вот я вам говорила, что многие наши болезни, они от конфликтов. Просто хочу несколько примеров вам привести, чтобы было понятно. Потому что психосоматика, вы понимаете, это огромная глыба, это огромная тема. Да? Мы только чуть-чуть какие-то кусочки задеваем. Ну, может быть, потом на платные семинары, вебинары соберемся, чтобы уже глубже и с каждым из вас дифференцированно поработать. Тут, конечно, терапия нужна. У одной женщины, это одна из моих самых ранних клиенток, вообще-то самая первая даже клиентка, потому что я начала заниматься психоанализом для того, чтобы оздоровить казахстанцев через психоанализ, освободить от онкологии, от рака. Вот она была раковая. У нее был рак яичника, теперь не помню, правого или левого, но 3-й степени. И мы с ней все время искали, что прежде чем у нее появилась опухоль, у нее было 11 операций по спайкам кишков. То толстые, то тонкие, в общем, там сплошные. 11 – это очень серьезное количество операций.
И еще чем она страдала, у нее не было детей, она была бездетной. Да, конечно, удочеренные, усыновленные дети у нее были, но она страдала, что она сама их не родила. И мы стали искать. Да, это же тоже проблема в теле. Почему здоровая, симпатичная, стройная, и с талией, и с грудью, чисто женское тело, почему она не зачала, почему она не может забеременеть, почему она не может родить? И вы знаете, мы на что вышли-то с ней? Она вспомнила, ей 4 года, и из далекого аула, они сами жили в ауле, из другого аула приехала Ажешка, это мамина мама. А девочка собирала, у нее была маленькая какая-то коробочка, и туда собирала, помните, в советское время, кто постарше помнит, все наволочки были с пуговицами, все халаты были с пуговицами. Эти пуговицы рвались, мы их собирали, и всегда в любом доме всегда была какая-то коробочка с пуговицами. И у нее была такая, и она собирала. Это как бы ее сокровище, да, ее подружка, она играла, ну не знаю, на нашем языке я бы сказала переходный объект. Ну, студенты института психоанализа вам потом объяснят, что это такое. И вот, уезжая, бабушка прихватила эту коробочку. Говорит, ой, мен ана жастықтарым бәріне керегімна түймелер. Девчонка хватается, бермеймін. А мать ее, как это не дашь? Ажем ғой, надо дать. И девочка осталась в слезах, и она помнит, она кричала фразу, я не буду такой мамой, я не буду такой мамой. То есть она против своей мамы, да, которая не защитила. Это же ее драгоценность была. В ауле больше нет уже в те времена никаких ценностей для ребенка. Но это же получается, теперь вы знаете, что такое нейролингвопрограммирование, НЛП, да? Она сама говорит, я не буду мамой, я не буду мамой. Да? И поэтому все ее тело так вот пошло в развитие, что она не может зачать. И вот желательно как можно раньше вот такие вещи находить в себе. И тогда вы будете более здоровыми. Потому что мы все равно будем болеть. Есть старость, да? Есть какие-то механические повреждения. Хотя иногда можно даже и аварию, если искать, то даже авария связана с вашим каким-то внутренним или внешним конфликтом. Вроде как руку-ногу сломал. Вот одна женщина мне написала, я очень хотела к вам на салон, ну вот мальчик ногу сломал или руку сломал, и я не приду. И я подумала, что это действительно с психосоматикой, с салоном связано. Но вместо мамы это делает ее сын. Наши дети очень часто делают то, что мы про себя думаем. Ребенок, особенно маленький, это рупор мамы. Поэтому мы всегда настаиваем, лечить маму надо. Тогда ребенок остановит свое там заболевание, что-то. Второй пример, который я помню, очень печальный. Парнишка, 22-23 года. Они должны были за границу ехать уже на 4-ю или 5-ю операцию. У него рак кости ноги, что ли. В общем, его ко мне ввели с 2 костылями, потому что у меня очень неудобный, неприспособленный кабинет, лестница вверх, лестница вниз, и ему помогали. Если бы ровно, он бы сам, наверное, зашел бы. И мы с ним тоже искали, в чем дело. А его привели, потому что он в очень плохом состоянии, он может самолет не выдержать. А еще ж там операция должна быть. Его просто решили психологически поддержать. И совсем речи не было о том, что психоаналитик может помочь ему и с онкологией тоже. Окей, пусть даже так. И мы с ним разговариваем. Сейчас я вам дам список этих вопросов, которые я ему задавала. Из чего это началось, и мы выяснили. Вот сейчас ему 22-23, а это случилось где-то 16-17, да? И вот пока опухоль росла, пока ее обнаружили, и пока вот в год раз ему делают операцию. Все это время. Что было, с чего началось? В 16-17 лет случайно телефон мамы остался рядом с ним. И вдруг сообщение, тик, помните, приходит, да, и на экране. Он честный мальчик, он даже не открывал, но просто на экране сообщение от другого мужчины, эротического, сексуального характера. Что с ним было, с этим мальчиком? Вы можете представить. Сказать он не может. Потому что у мамы с папой очень плохие конфликтные отношения. И он боится, если он скажет, то папа с мамой там вообще там до убийства дойдут. Как тогда он? Вроде все было спокойно, но вот это вот смс-ка. И все-таки мальчишка со мной согласился, для меня же это мальчишка. Он согласился, что это был поворотный пункт. Зачем ему понадобилась опухоль? Он отвлек внимание мамы от того мужчины. Теперь-то мама все время занята им. Она летает по заграницам, она спит возле него, она каждый день рядом с ним. Понимаете? Мальчик принес себя в жертву, чтобы спасти семью, чтобы мама с папой были в одном месте. Вот что такое психосоматика. То есть мы каждый раз должны искать причины.
Поэтому сейчас давайте вспоминайте, как раз я вот пока у нас час закончится, успею вам дать задание. Каждый вспоминает свое какое-то недомогание, недуг или заболевание. Вот вы сказали там сердце, например, да? Да. У кого-то что-то. Каждый вспоминайте свою болезнь. Я вам сейчас дам ряд вопросов, а вы свою болячку исследуйте, хронологию. Итак, что именно вас тревожит? То есть вы должны назвать свою болячку. Это большая болячка, это маленькая болячка. Если даже у вас много болячек, ну выберите из них самую больную болячку. Угу. Просто если мы с вами, скажем, везде на 5 пальцах мозоли, давайте хоть один разберем, а потом по очереди вы уже сами разберетесь с другими. Итак, что за недуг, что за заболевание, как проявляется ваша болезнь? Да, вы можете вопросы написать, а ответы в голове просто думать. Следующий вопрос. Когда это началось? Вопрос, когда это началось, тоже будет из нескольких ступенек. Вот, например, пример того паренька. Когда это началось? И он мне говорит, 5 лет назад сделали первую операцию. Но вы понимаете, что это не начало? Да? А когда обнаружили, как обнаружили, а что было до этого? Вот в несколько ступенек, по хронологии идете назад-назад, и вы можете найти ту точку, когда впервые вы подумали, что у вас сердце. Обычно здоровый ребенок не знает, где находится сердце. Здоровый человек обычно не знает, где находятся легкие, где находится печень или почки. Поэтому хотя бы так. Вот вы на сердце пожаловались, да? Когда впервые вы почувствовали и узнали, что у вас есть сердце? Как оно бьется, где? Вот какой возраст? И может быть вы официально к кардиологу пошли, скажем, 5 лет назад, но вообще-то вы узнали о том, что у вас есть сердце 25 лет назад. Это значит, уже тогда сердце что-то сделало. Сердце дает вам какой-то сигнал, что что-то там не лады с сердцем. Следующий вопрос пишем. Что изменилось в вашей жизни из-за этой болезни? Он, например, тот парень мне отвечал, да? Когда я начал болеть, мама уволилась с работы, мама теперь каждый день со мною. Есть это изменение в его жизни? А так мама работала, папа работал, он учился в колледже, и вроде как они друг друга и не видели целый день. Всегда есть какое-то изменение. Переехали, например, куда-то. Не знаю, там дом продали, последнюю операцию сделали, остались без дома. Много чего-то. Что изменилось в связи с вашей болезнью? Иногда не обязательно такие прям большие, там машину продал и дом продал. Есть какие-то небольшие вещи. Например, девочка до 7 лет жила у бабушки, в 7 лет какие-то непонятные болезни. Весь год она болела. И к чему это привело? Ее вернули домой к маме с папой. Да? И поэтому она мне не будет говорить то, когда ее вернули, а то, когда она там начала. Исследуем эту историю. И следующий вопрос. Что было бы, если бы вы не болели? Ауруыңыз жоқ болса, не болатын еді? Өміріңіз қандай болатын еді? Қарым-қатынастар қандай болатын еді? Да, вам надо сейчас сохранить, да, надо? Скоро. Кто у нас сейчас есть, кто считает, что ему срочно нужна помощь? Есть кто-то такой? Мы с вами просто... Можете подъехать сюда как раз? Да, чуть-чуть помогите, там освободите место. Келауэміз. Есіміңіз кім еді, есіме түсіріңізші? Ержан. Ержан. Қазір біз Ержан мырзамен жұмыс істейміз. Қазақша, орысша? Да. Ну, чтобы всем было понятно тогда. Итак, на что вы жалуетесь? Год назад я получил перелом позвоночников и травму спинного мозга, после чего парализовались ноги. А сейчас, получается, прохожу реабилитацию и хотел бы побыстрее восстановиться, поэтому думаю, что... Психология поможет, да? Ну, я сам читаю, делаю какие-то практики, но
профессионал это и есть профессионал. Конечно, нужен профессионал. И если вы искали уже ответы, что вы нашли? Почему это с вами случилось? Ну, во-первых, я понял, что не все просто так происходит в жизни. Потом... Всем объясню. Я, кажется, забыла этот вопрос, да? Почему это с вами случилось? Вы должны написать. Угу. А после травмы много чего изменилось. И мне кажется, в лучшую сторону. Вот теперь можно перефразировать и сказать, болезнь помогла вам жить лучше, качественнее. То есть если бы вы не болели, вот того хорошего, что у вас сейчас есть, Не было бы. не было бы. Я, во-первых, научился ценить жизнь и благодарить за каждое хорошее, что происходит каждый день. Просто мелочи. Если кто-то там приехал ко мне в гости и пообщался со мной, я даже за это благодарен, потому что после того, как меня перевели с реанимации в палату, я не мог на спине лежать, просто аркада жатылмайтын, да, екі жақта жататын. Я так скучал по этому, просто айтатын аркаға жатқызыңыздаршы деп, а у меня на спине получается, что шрам, и мне нельзя было. И потом не мог просто элементарно выходить на улицу. И вот потом постепенно начал понимать, что мы, оказывается, не ценим и не благодарим за элементарные вещи. За то, что есть, да? Да. Как воздух, он бесплатный, мы его не ценим. Да. Потом исчезли многие друзья, знакомые, окружающие, остались, ну, саналған адамдар қалды. Шелуха ушла, да? Потом, ну, много чего изменилось. Допустим, сейчас мы живем в другом доме. Ну, тоже снимаем, но лучше, чем раньше было. Потому что под вашу коляску нужны условия, да, специальные. Ну, раньше меня, допустим, чтобы выйти на улицу, поднимали, коляска отырып, потом шаратна. А сейчас, допустим, я сам могу выходить на улицу. Я начал больше читать книги, обучаться и развивать себя внутри. Духовности больше, да, и душевного богатства больше. И наконец-то понял, что такое вообще счастье. Ну, что такое именно внутреннее счастье. Не то, что там у меня есть машина, дом, и я живу ради семьи, а именно вот я и что я должен сделать ради себя, чтобы быть счастливым, чтобы у меня внутри была гармония. И я 6 месяцев примерно шел к этому, и наконец-то я в один день почувствовал, что внутри есть какая-то гармония, я понял, что вот это вот тоже счастье. Конечно, конечно. Ну, тогда вы поняли, почему вам дана была болезнь? Чтобы я научился ценить жизнь. Переосмыслить, да, свои ценности. А что привело к болезни? Как случилось? Да. Я упал с 4-го этажа. А почему вы решили упасть с 4-го этажа? Ну, я не помню, как это случилось, но я был в гостях с друзьями, и они не знают, что со мной случилось. И я не помню момент падения и половину этого дня. Но также я благодарен за то, что я остался живым. Ну, например, вы были пьяны в тот день. Нет. Ну, накурились. Нет. Ну, вы же искали, что У было? меня до этого были проблемы с сердцем, с давлением. И я вот сейчас понимаю, что это был какой-то сигнал тоже для меня, чтобы я немножко подождал, наверное, успокоился где-то. Но я этого никак не понимал и куда-то торопился, что-то пытался сделать, и в один день вот реанимация проснулся. Окей, вот теперь по датам. Помните, я говорила, нам нужно искать даты. Вот год назад это случилось, да, с вами? 28 июля 2019 года. Да, чуть больше года, да. Вот. Но сердце когда дало о себе знать? Тело, помните, тело все-таки любит нашу душу. Тело говорит, слушай, слушай. За месяц до падения. Я был у врача. Мне не сказали, что просто давление, а именно 2 разные давления. Это как-то НСД по смешанному типу, кажется, называется. Здесь было слишком повышенное давление, а здесь слишком, ну, гипертония, да? И тахикардия, все это вместе. То есть, когда сердце дало звонок, вы побежали к кардиологу. Да. И кардиолог такой установил. А что было тогда до этого, пока вы побежали к кардиологу в вашей жизни? Что было такого? Что-то в вашей жизни было, что дало сбой, и поэтому сердце заставило вас пойти к кардиологу? Ну, я тогда был в отношениях, и мы расстались. И я работал в школе еще.
У меня просто были какие-то непонимания внутри головы, ну, внутри себя, вернее. Я просто не знал, чего я хочу. Я думал, что я не заслуживаю быть учителем и преподавать детям. Я почему-то так думал. А почему вы Я не себе- знаю, я думал, что я плохой человек. А можете сейчас занесем сказать, почему? Первый, второй, третий. Поэтому я плохой человек. Ну, я много гулял, в клубах тусил, поэтому я думал, что я не заслуживаю. Еще у меня были дети, 1-4 класс. 1, 2, 3, 4. Я их сильно любил, но почему-то я все равно думал, что я их не заслуживаю. Вот дела сердечные, наверное, и на казахском также, игра слов, да, что это всегда проблема с любовью. Мы уже слышим любовь с девушкой. Я правильно поняла? Или любовь к парню была? Нет, Ну, все равно любовь, да? И теперь теперь любовь к детям идет, да? Что-то с любовью. А скажите, пожалуйста, что когда вы были в начальной школе, кто вас любил? Чьей любви было много, чьей любви было недостаточно? недостаточно, наверное. Почему? Потому что она оставила в городе Капчагай меня и сама переехала в Алмату. Ну, я тогда не понимал, почему она это сделала. И я просто хотел быть с ней рядом. Конечно. Вы ее ждали? Каждые выходные ждали? Не то, что ну, она меня оставила у тети, ну, для нее сестра. И когда она приходила домой, я сидел возле двери с вещами, говорил, все, меня отправьте в Алмату. Мне тогда было 4 годика, я говорю, все, меня отправьте в Алмату. Я буду с ней рядом, мне все равно, что она там делает, я хочу быть с ней рядом. Но она работала ради меня, ради себя, ради меня, ради нас. Но Ну, я не 4-летний малыш, понимал. ему мамин объятия нужны, каждый день нужны. И сколько вы прожили у тети? 11 лет, С 4 лет? до 15. А что так, мама вторую семью, что ли, организовала? Нет, нет. Она за- просто работала. За 15 лет не могла вас забрать? Нет, она приезжала, я не помню. В смысле, не помню, как она часто приезжала, но она приезжала. Ну, допустим, раз в месяц, 2 раза в месяц. Но забрать никак не. А что за работа была у мамы? Сейчас мы вместе живем. Она на стройке работала. Но зато теперь, помните, вторичная выгода от болезни. Теперь мама каждый день рядом с вами. Поняли, что ты себе? Потом еще. Да? Ну, что теперь вы о себе узнали и о своей болезни? Вторичную выгоду видим, причины видим, да, отсутствие. Это же любовь, это нечто душевное, ее руками не пощупаешь, да? Но именно из-за нехватки любви теперь страдает тело. Но теперь мама же помогает вас, там, одевает иногда, переодевает, прикасается к вашему телу. Ну, вначале, да, она Может, и мне купала вас, потому что помогала, да, помогала. но сейчас я научился все сам делать. Она просто на улицу помогает выходить и все. И тем более у вас теперь проблема же именно с передвижением. Вы слишком часто гуляли, да, по ночным клубам. Ну, не только по Теперь ночным. надо сделать так, чтобы сидеть дома. Нет, не только по ночным. Я просто часто гулял, дома не сидел. Ночной клуб, это я так к слову сказал, но хотя я туда ходил, но редко. Сейчас, да, мне кажется, даже я сам себе, вернее, я сам хотел, чтобы я дома сидел. Потому что, когда я гулял, я думал, что-то все уходит так быстро, я не учусь, не обучаюсь. Хотя я работал в хорошем месте, но по-любому у меня внутри была вот тяга к знаниям. Но из-за того, что вот погулять, вот потусить побеждала, я себя как-то ругал за это. А где ваш папа? Он умер в прошлом году. А почему тогда вы не с папой с 4 лет? Ну, я за 20 лет его видел где-то 3-4 раза. Но они развелись. Вам сколько лет было? Когда они развелись, я не помню. Что, несколько месяцев? Может быть, когда я даже не родился, я не знаю. Вы не спрашивали? Ну, а мне рассказывали, я просто забыл. Вы были в утробе матери, когда они развелись? Нет, когда, кажется, где-то годик был, они развелись. То есть вы сами ничего не помните про отца?
Ну, мы Какой? так встречались, но когда встречались, у меня такое чувство было, как будто между нами вот стена. Барьер. Кем работает ваш папа? Я не знаю. Тоже не знаю. Но он уже умер. Мы хотели встретиться до его смерти, я его нашел, мы поговорили, он сказал, что он приедет, но потом мне сообщение пришло от его сестры, что он умер. Грустно. Грустно. А в чем вы выбрали учительскую профессию? По профессии я вообще переводчик с английского на русский-казахский. Не знаю, так получилось, что с 15 лет я работал учителем. И вот где бы я ни работал, допустим, там официантом или администратором в отеле, по-любому там через 6 месяцев меня обратно зовут в школу. Я туда возвращаюсь, в сферу образования. Ну, вы сами все-таки выбрали эту профессию. Или кто-то вас туда, не знаю, там, устроил по блату? Мне помогли устроиться, и я вообще вначале не хотел. Но потом я детей полюбил очень сильно. И постепенно начал нравиться эта работа. А сейчас чем занимаетесь? Сейчас ничем. А сейчас же все обучение онлайн. Почему не работает учитель? Я сейчас курсы прохожу и буду работать. Но последний раз я работал в Western Mall менеджером, пиар-менеджером, вернее. Но оттуда уже ушел. Нет, а я имею в виду, вам же нравится в школе работать. Сейчас же онлайн обучение. После травмы я не хочу в сферу образования. Почему? Не то, что в сферу образования, а именно преподавать. Я не знаю, мне кажется, я не с душой уже делаю все это. Не знаю, может быть, наоборот, онлайн как раз. Дома сидите и работаете, и зарабатываете. Вы сейчас пенсию получаете? Да. А мама работает? Мама не работает, она как бы ухаживающая тоже. Ну, это же очень мало. Не хватает же. И тогда вам сейчас всего 20 или уже больше? Нет, мне 20. Вам 20 сейчас. Еще совсем юный. Еще жить и жить. А что вы собираетесь делать? Как планируете свое будущее? Сначала самостоятельно ходить. Потом хочу поступить в университет на психолога. Я знаю, Ержан Мурса мне писал, он дальше идет даже к нам в институт психоанализа. Так что Меркуль нужно будет записать на наши 6-месячные курсы. Хорошо. Но я же поняла, что уже вы делаете успехи в реабилитации, да? Вы уже ходить можете. На улицу сами с костылями? Или Нет. с одним? Как вы выходите на улицу? Я на коляске выхожу, но после реабилитации мы с моим врачом много чего добились. Я, допустим, могу сам стоять, таз поднимать, мышцы уже функционируют. И думаю, что... Но прогнозы оптимистичны. Да. То есть вам теперь нужна сила духа. Вы, вот из 100%, на сколько процентов вы сами себе верите, что вы будете ходить? На 98, наверное. В салон добавит оставшиеся 2 сегодня. Герман Мурза, вы здесь могли бы что-то сказать? Я бы хотел, чтобы он остался. Да. У нас сейчас гостем нашего салона психоанализа Герман Мурза, мой давний приятель. Мы лет 40 назад на БАМе вместе работали. Я комсомольский вожак, Герман Мурза партийный вожак, инженер. Но мы земляки, и вот здесь сейчас сотрудничаем. И сейчас Герман Мурза у нас занимается квантовым смещением. Это очень интересная тема. Я просто в конце минут 10 дам, вы сюда сядете и расскажете, да? И вот, может быть, как раз Герман Мурза поможет нашему Ержану. Вообще, хочу всем сказать, тут молодые девушки сидят, или родители молодых девушек сидят. Посмотрите, какой симпатичный жених у нас на салоне. Может быть, мы как-нибудь на салоне еще его женим со временем. Смогла я вам чем-то помочь? Что-то себе узнать? Или еще есть у вас вопросы? У меня в начале, когда я сюда ехал, у меня был вопрос такой. Я общался до этого с одним психологом, но она в Штатах сейчас. У нее вот тоже дочка раком болеет, но суть не в этом. Она мне просто сказала, что если перелом позвоночников, то до этого у меня были какие-то очень серьезные проблемы. И позвоночник — это стержень и опора. Ноги — опора, позвоночник — стержень. И если я сейчас правильно понимаю, то я должен кому-то доверять, почувствовать все опору. свое детство вы должны перелопатить. А если я никому не доверяю все еще? У меня вот такой вот Тогда вопрос. у вас выбор.
Либо вы не доверяете, и тогда остаетесь сидеть в коляске. Можно и так, и жениться, и детей рожать, да? А можно поверить другому, несмотря на то, что у вас грустное детство. Обязательно другому или себе нужно? А это одно и то же. Это как две стороны одной медали. Если вы не верите себе, вы не можете другому поверить. Не верите другому, вы себе не можете поверить. У вас, вы почитайте еще Эрика Эриксона «Детство и общество», есть понятие базовое доверие, базовое недоверие. Понимаете, и очень маленьким вас отец оставил. Кому из мужчин верить, если самый близкий мужчина вас оставил? 4 года гадина мать оставила. Да, самая любимая, самая нужная, родная женщина вас оставила. Поэтому вы не верите ни мужчинам, ни женщинам. Но мы договорились же, что ваша болезнь вам дана для того, чтобы вы переосмыслили, да, свои жизненные ценности. Конечно, вы умом понимаете, почему мама оставила вас. Но душа есть душа, сердце есть сердце, да, и ребенку всегда хочется быть с мамой. Поэтому мамы, там, студентки, не знаю, еще какие-то там работники, знаете, вы хоть черный хлеб давайте, но ребенок должен быть возле вас. Может быть, вы там зарабатываете на сливочное масло, но ребенку от этого счастья нету. Ребенку счастье, черный хлеб, но рядом с мамой. А сливочное масло и далеко от мамы уже нету того вкуса и нету той радости. Вот это ваша история. Но у меня, кто здесь, кто из нашей акционной, где мои психологи, где мои студенты, где у нас 7-8 человек, кто принимает по акции-то у нас? Есть кто-нибудь из этого списка? Тогда мы, Ержан, вам перешлем. У нас есть специалисты, это команда моих студентов, они принимают от 1 до 3 тысяч тенге. И можно работать с ними онлайн. Или, с другой стороны, если вам удобно сюда добираться, вы можете сессии проводить здесь, потому что в нашем центре нету пандусов. Но здесь есть, и здесь место есть. Есть там дальний зал, где обычно наши ребята проходят свои сессии, вы можете также. Хорошо? Мы вам обязательно напишем. Или вы мне по WhatsApp напишите, в общем, вы же где-то со мной на связи, я вам дам этот список, а вы с ними свяжетесь. Но они, я думаю, ну-ка здесь напишите в прямом эфире, наверное, кто-то из вас слушает. Где тут Сабина, Райхан, Назгуль, кто вы, где вы? Где тут Цалима Хана, может быть, будет принимать здесь тренинг-кафе? Я уже хочу Райхан Хану предложить. Да, да, вот можете написать, если фотографии отправить. Все тогда, да. Так что работать вам нужно длительно работать и научиться доверять людям. Тогда вы будете доверять себе. Ну, даже если вы упадете, то надо будет вставать и дальше идти. Спасибо вам. Вы все знаете, что такое сознательное и бессознательное, раз пришли на салон психоанализа. И сознательно Ержан Мурза говорит, я никому не доверяю. Но он даже не догадался. Но бессознательно он доверяет. Во всяком случае, он доверился мне, и он доверился всем, кто здесь сидит. Недоверчивый человек сюда никогда не вышел бы, и своей историей не поделился бы. Но другое дело, что очень много обиды, очень много злости. Это другое дело, да. Это, конечно, надо будет разбирать и выплескивать из своей души. Спасибо за доверие. Да. Ну, да, давайте на несколько вопросов. Там. А здесь есть? Да, а здесь есть эти хозяева вопросов? Да. Да. Нам присылали вопросы, но дело в том, что психосоматика, ну, во всяком случае, с позиции психоанализа, это не сонник. Мы не можем сказать, если у тебя печень болит, значит то-то, то-то, то-то. Потому что у каждого человека своя собственная печень, и болит она по-разному, и болит она от разных причин. Поэтому я бы хотела, что среди тех вопросов, если хозяин вопроса здесь есть, если может позволить себе выйти сюда на сцену, тогда мы немножко дифференцированно, конкретно будем разбирать. Ну, например, если я скажу «дерево», вы все понимаете, о чем я говорю. Но если я попрошу вас нарисовать, каждый из вас нарисует свое собственное дерево, и вот не знаю, там сколько у нас сегодня, 55 человек, одно дерево на другое похоже не будет. Вот точно так же, я считаю, невозможно сказать. Что-то в общем контуром, конечно, мы можем сказать. Сердце болит, там сердечные дела, любовные дела. Там печень болит, да, это связано с желчью, это связано с злостью, это связано с гневом. Но это в общем. А человеку нужна же конкретно, да, вот. Я пошла обнимать березу. Я не обнимаю какую-то абстрактную березу. Я прикоснулась к какой-то конкретной березе. И береза, да, она с одной стороны похожа на все другие березы, но именно эта береза, ну, никак не похожа на все другие. Согласны с этим? И поэтому, если мои коллеги меня слушают, меня видят, тут, пожалуйста, не увлекайтесь, не обобщайте. Это не обязательно, что, ну, допустим, это же как соник, да?
Давайте вот пример приведу. Итак, моя родственница увидела во сне змею и говорит: «Жылан көрдім, бұл не, сен мастерсың ғой, бәрін айтып берші». Я говорю: а тебе с какой позиции-то сказать? Если с русской точки зрения, ну, мудрой становишься. Ну, так как моя родственница, я же знаю про нее всю историю. Мудрость, наверное, приходит с возрастом. Если по казахским сонникам, он, да, что-то про врагов, что-то такое. Ну, и также я знаю свою родственницу, говорю, ну, вообще-то, скорее всего, это по психоанализу. А что по психоанализу? Змея на какие гениталии похожа? Да? Мужчину надо тебе, вот и снится. Да? Тауықтың түсіне тары кіреді. Если ты одинокая женщина, вот и змея снится, понятно, о чем твое тело тоскует. Наши сны – это письмо, да, зашифрованное письмо нашего тела, нашего бессознательного, нашему разуму, нашему сознанию. Вот точно так же любая болезнь, конечно, по соникам, там, не знаю, примерно как соники же, Луизу Хей, там еще кого-то возьмете. Да, что-то будет совпадать, что-то общее. Но если вы казах, это вы вот так будете думать. Если вы русский, то вот так. Если атеист или что-то, там, не знаю, любитель психоанализа, будете совсем по-другому думать. Поэтому всегда нужен конкретный рассказ. И вот, ну, если сравнивать, опять же, со сновидением, то у болезни тоже есть смысл. Ну, наверное, тогда еще одно общее упражнение для всех. Итак, внимательно меня слушаем. После того, как я расскажу, я еще раз второй вопрос задам. У меня была долгие годы одна клиентка, 3-4 года мы с ней работали. Она страдала как раз булимией, у нее повышенный аппетит, пищевая зависимость. И она все время меня ругала. Когда скину 30 килограмм? Когда 30 килограмм долой? Скажите, когда 30 килограмм долой? На каждой сессии. Скажите, скажите, прямо нож к горлу представляет. И я говорю, вы очень голодны до моих рекомендаций, до моих советов? Нет, я в вашем торговом центре уже пообедала. А теперь поднимите руки те, кто не понял и кто не засмеялся. Руки просто поднимите, мы не будем имен спрашивать. Прикол не понял. Или не услышал. Ну, может быть, не услышали. Давайте, онда мен қазақша қайтарайын. Енді сұрақты біліп тұрсыздар. Голос. Менің бір семіз клиентім болған. 120 кило, енді соны ең болмаса 90-ға жеткізіп беріңіз деп келген. Сонымен әр сессияда 3 жыл жұмыс істейміз ба, 3,5 жыл ма жұмыс істегенбіз. Аптасына 4 рет келеді. Әрі келгенде мына 30 кило қашан кетеді, 30 кило қашан кетеді. Когда долой, когда долой. Не айтайын, не істейсіз, не айтасыз, не істейін деп күніге. Мынада бір пышақты менің мойныма, тамағыма тіреп қояды ғой. Сонымен бір күн мен оған айтамын. Сіз менің ақыл кеңесіме қарныңыз ашып отыр ғой. Жоқ, қарным аш емес, жаңа сіздің торговый центрден пирожки жеп келдім ғой. Вот, это из-за языка, наверное, да? Теперь и все-таки на двух языках. Кто понял содержание, но кто не засмеялся, просто руки поднимите, пожалуйста. Это вы мне поможете, я хочу. Кто не засмеялся? Тамара Ханом тут хохочет, это понятно. О чем это? Это о том, что кто рассмеялся, у этих людей есть символическое мышление. И с этими людьми их болезни через символы, через психоанализ можно лечить. Те, кто даже понял содержание, но не рассмеялся, это о том, что пока символическое мышление или качество символического мышления страдает, хромает, со символикалық ойлау жүйесін әлі дамыту керек. Мысалы, кішкентай менің 2 немерем ойнап отыр. Біріне бірі мынандай бір қағазда келеді. Happy birthday дейді, ана екінші үф дейді. Одан кейін екіншісіне қағазды береді, біріншісіне келеді. Happy birthday, енді бұнысы үф дейді. Біреу 2-де, біреу 4-де. О чем это? Это о том, что у них есть символическое мышление. Они не дурные, они прекрасно понимают, что это салфетка. Но они так играют, да? Они видят Happy birthday, и они играют. Понимаете? Они еще хлопают, они поют на английском. То есть о том, что к 2 годам у ребенка, у нормально растущего ребенка в нормальной эмоциональной теплой атмосфере есть символическое мышление. И вот эти дети поймут, что пирожок не всегда пирожок, что змея не всегда змея, а что банан иногда банан.
А вот те из вас, кто уже взрослые, но вы никак не рассмеялись, это значит, вам не повезло, что когда-то ваши родители, бабушки, дедушки, тетушки, не смогли научить вас. Какая-то травма детская, что-то случилось в вашем психоэмоциональном развитии, и вы остановились как будто бы. Вот еще раз перепроверить. Посмотрите все, кто там ближайшие на свои люстры. А теперь закройте глаза. Вот когда вы закрыли глаза, вы люстру видите с закрытыми глазами? Да. Открывайте глаза. Посмотрите на люстру. То вы увидели или другое? А теперь есть те, кто не смог увидеть свою люстру? Вот. Тот, кто не смог увидеть люстру, это о том, что еще нету даже воображения. То есть сначала очень конкретное. Вот человек с конкретным мышлением, я скажу, вот, happy birthday, я тебе торт даю. Это значит очень конкретное мышление. Салфетка всегда салфетка, чашка всегда чашка. И это никак не может быть happy birthday торт или свечка. Но дальше следующий шаг — воображение. Человек может посмотреть, вспомнить свой реальный торт, который был на день рождения, да? Он же у него в голове, и совместить с этим. И, наконец, третья ступенька — уже нету никакого настоящего торта, вообще на это не похоже. Но так как символическое мышление уже есть, дети будут играть. Вот дома прям проследите за своими детьми. Тот человек, у которого к 3-4 есть символическое мышление, это эмоционально здоровый человек. Скорее всего, у него не будет каких-то особых катавасий и сложных физических недугов не будет. Такой человек, скорее всего, умрет просто от глубокой старости. Мы свою вот 95-летнюю мать возим куда-то, то там болит, то здесь болит. Везде пишут один диагноз – старость. То есть для 95 лет у нее очень даже хорошее состояние здоровья. Вот примерно так должно быть у нас у всех. Да? Сама ходит, сама все справляет. Единственное, чуть-чуть спинку надо подтереть. Все остальное справляется. Вот поэтому, если те из вас, которые 2 раза руку подняли, у вас есть риск. Поэтому вам лучше сейчас, может быть, снова к моей команде записаться по акционным ценам, помочь себе разработать воображение, помочь себе взрастить символическое мышление, которое когда-то там до 4-5 лет не получилось у вас, но сейчас вы взрослый человек, и вы сможете. И вот чтобы это понять. А теперь поднимите снова глаза к своей люстре, и я вам говорю, это солнце, это ваше солнце. Как вам? Тепло под солнцем? А теперь есть кто-нибудь, қандай солнце был, солнце емес қой деген. Вот про себя есть кто-нибудь, кто меня поругал? Вот. Понятно? Потому что, да, это честно, вы мне просто помогаете демонстрировать, да, мою теорию подтверждаете, да. Поэтому человек не может увидеть здесь солнце. Но посмотрите, большинство-то увидело это солнце. Да? Вот о том, что раз вы пришли на салон психоанализа, то вы любите психологию. У вас психологическое мышление. Другими словами, у вас символическое мышление. И поэтому с вами в психосоматике в этом ключе можно работать. Вы поймете, да, смысл своей болезни. И тогда вы сможете разгадать смысл, сможете себе помочь. Вот. Ну, у нас еще немножко времени. Пожалуйста, Герман Мырза. Я не физик, в отличие от Германа Мырза. Вообще у меня нет технического мышления. Но я читаю, поэтому вы тоже можете почитать у тетушки Google или у дядюшки YouTube очень много. Квантовое смещение, квантовая физика, квантовая психология. И это очень тесно связано с психоанализом. То есть любая наша мысль, она сцеплена, как паровоз и как вагончик, с чувством. Нет, оказывается, ни одной мысли, которая не подкрепляется чувством. И нету ни одного чувства, у которого не было бы второй пары мысли. Қазақтардан сұрасақ, өзіңізді қалай сезініп тұрсыз десем, менің ойымша жаман емес қой, жақсы болды сізге келгенім. Ай, дорогой, не мысли. Вы все умеете мыслить. У меня вообще нету претензий. Все казахи умники, разумники. Нету претензий. Голова у вас пашет. Не сезін тұрсыз. Апай соны айтып жатырмын ғой. Менің ойымша мынандай тағы да кетті. Понимаете?
А нету мысли без чувства, так же, как нету чувства с мыслями. И в этом проблема. И сейчас вот немножко вас просветит в этом отношении Герман Мурза. Орысша, қазақша келе аламыз. Добрый вечер всем. Можно я два слова, да, буквально вступительных? Конечно. Значит, мы с Анной, я даже отчество не знаю, мы с ней работали в 80. Мы работали вместе на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Да. Я работал... Это даже непонятно. Это Байкало-Амурская магистраль. Ну, кто постарше знает, что это такое. Я был главным инженером, а Анна у нас работала секретарем комитета ЛКСМ. То есть у нас... Вот, ну, по истечении где-то 40-45 лет, когда мы оттуда все разъехались, вам закончился, и вот мы снова встретились. И когда мы начали общаться, вот, и я был удивлен, что она занимается как раз-таки вот теми вещами, которые, в общем-то, мне интересны, будем говорить так. Вот ту тему, которую вы сегодня обсуждали, я бы хотел несколько слов сказать по этой теме. Психосоматика – это очень такое, ну, будем говорить так, если его рассматривать фундаментально, конечно, это очень большая тема, очень большая, которую надо долго изучать, и его надо еще понимать, осмысливать. Вот. Но то, что вот касается непосредственно то, что Анна проводила тест небольшой с вами, вот, и некоторые люди почувствовали, как тело откликается, а некоторые не почувствовали. Вот в связи с этим есть такая практика, она называется квантовое смещение. Она очень близка вот к нашей теме. Тело человека, она очень хорошо чувствует и откликается на любые события, даже на реплики тело человека откликается. И очень многие болезни, они взаимосвязаны с психосоматикой. Они начинаются оттуда, с глубокого детства. Вот. Даже и уже достаточно в взрослом состоянии, но уже Анна вам говорила, какие заболевания, они взаимосвязаны. Гнев, злость, зависть, это печень, вот, и так далее. Вот. Я бы мог провести с вами какой-то небольшой вот такой эксперимент небольшой, вот, чтобы вы сами поняли, каким образом тело откликается на ваши отношения. Если вы любите свое тело, вот, или не любите тело, то есть ваша любовь или не любовь, она прямым образом отдается на каком-то органе. Как это работает? Вот возьмите, ну, кто поближе, наверное, видно будет. Вот на этом... Вот. А может быть, мы ержаны к вам как раз? Да, нет, сейчас все пусть все делают. Окей. Вот видите вот эту вот линию? Да. Вот эту линию. Перестанете, посмотрим. И здесь тоже эта же линия есть. Знаете, я предлагаю вам встать, тогда здесь не видят вас. Вы встаньте высоко и показывайте. Да. Вот смотрите, вот на пальце есть вот эта линия. Да, и на правой тоже также есть линия. Вы возьмите сейчас эти две линии, вот так, точно друг против друга совместить. Да, поставьте так, чтобы они совмещались. Теперь обратите внимание, что какие-то пальцы у вас длиннее, какие-то у вас короче. Вот на это не имеет значения, это может указательный, это может быть средний пальцы, это не важно. Вот вы смотрите на них, и на тот палец, который у вас, выберите сами какой. Тот, который, допустим, короче, палец, который короче. Вот у меня правый короче. Вот. Вы на него внимательно смотрите, очень внимательно на него смотрите, вот. И мысленно
говорите: мой правый указательный палец растет. Или можете вот так на стол положить, смотреть на этот палец, очень это, все внимание на палец. И мысленно как бы говорите, не надо проговаривать, надо просто мысленно говорить, проговаривать, что мой палец растет, становится длиннее, длиннее, длиннее. Так вот тишина, все сосредоточились, и только смотрим на палец, не отвлекаемся ни на что, и даем указание пальцу расти. Так, вот на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Начали. Все внимание на палец. И вы даете указание своему пальцу расти. То есть мой палец там растет, 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 становится длиннее, длиннее. Все внимание на палец. Не отвлекаться. Все, хватит. Так, теперь скажите, у кого палец вырос? У всех Большинство. Если вы сосредоточены, он растет. Да, вот Те, у кого не получилось, я вас уверяю, у вас тоже получится, потому что вы просто сейчас не были готовы психологически, что это может произойти. Вот. Мужчина уменьшить них не желает. Мужчины хотят, чтобы только росло. Значит, получается, мужчина, который жалуется, что у него маленький пенис, он будет долго-долго смотреть. Я хотел это заувалировать, но вы так все откровенно. Вот. Вы имейте в виду, то есть вы можете управлять своим телом, вы можете дать команду, установку своему органу вылечиться. То есть, если у вас, допустим, вот болит горло, вот, вы даете такую установку, через какое-то время вы проверяете, что у вас горло прошло. Вот я себе грипп вылечил за 30 секунд. Да. Вот этого я не могу сказать, потому что это как бы это связано с физическими, это самое, то есть это физиология, это уже, мне кажется, это пожалуй, даже невозможно будет. Вот. Не знаю я. Ну, давайте так, вот я вам просто скажу, какие болезни вот я лично вылечил у людей здесь в Алмате, вот, и вам будет понятно. Есть такое заболевание, как подагра. Все знают, что такое подагра? Вот, это, да, большой палец ноги, правый или левый, это не важно. Бывает у мужчин тот, у женщин другой. Вот. Подагра считается в официальной медицине неизлечимой. Вот. У меня была первая пациентка, это девушка, 27 лет. Да. Вот. И у нее, она этим болела, уже страдала, почему-то она с раннего возраста, с 13 лет болела. То есть где-то 14 лет она каждый год, 1,5 месяца, у нее было обострение, и она не могла ходить. Вот. Когда она... Так случилось, что она у нас работала, я работал в офисе строительной компании, она у нас была бухгалтером. И вот когда однажды она не пришла на работу, ну, а руководитель попросил меня, чтобы позвонить, узнать, почему ее нет на работе. Я позвонил, она говорит, я болею, я не могу прийти. Вот. Ну, руководитель, естественно, разнервничался, что-то там надо было срочно сделать. Вот. Он сказал, пусть хоть на носилках, пусть ее привезут сюда. Она через некоторое время она появляется, идет по коридору, вот, и держится за стенку. А на ноге, она обувь одеть не могла, нога опухла, ступня опухла, и она домашний тапок на скотч прикрутила к ноге,
таким вот образом она по коридору шла, держа за стенку, потому что она не могла самостоятельно идти. Она зашла к руководителю, там, что надо было сделать, потом она вышла, и я у нее спросил, какая проблема. Она говорит, вот у меня подагра уже много лет. Ну, я говорю, зайди ко мне, давай сейчас я посмотрю. Она зашла, я с ней поработал буквально 1,5 минуты максимум, и она вышла. Также хромая вышла. Вот. Где-то через 2 часа я слышу, кто-то по коридору бежит и шлепает тамком своим. Я сразу понял, что это она. Я выглянул со своего кабинета и спросил, как нога? Она говорит, ой, а я уже и забыла. Понимаете? Вот буквально один сеанс, через какое-то короткое время, она уже забыла, что у нее нога болела. И потом я сделал еще один сеанс. За 2 сеанса, вот уже 4 года у нее нету рецидива этого заболевания. 4 года уже прошло. Вы можете сейчас кого-то пригласить? Да, И да, да. покажите свой сеанс. Мы Какое чудо будет сейчас. обязательно мы это сделаем. Сейчас, подождите. Да. Теперь смотрите, вот какие заболевания я еще вылечил, это уже 100%. Это сахарный диабет 1 и 2 типа. Все знают, что такое сахарный диабет? Вот. Вот у меня последняя пациентка, женщина, которой 67 лет, пожилая. Вот. Ее привезли из больницы домой, у нее удалили почку, потому что она сгнила. Вот. После операции ей удалили почку. Вот. Когда меня попросили посмотреть, я пришел домой, она лежала на диване в зале, смотрела телевизор, ну там вся семья собралась. Вот. И когда я попросил ее перейти в спальню, она встать не могла самостоятельно. Подошли 2 членов семьи, мужчины, ее подмышки подняли и ее перенесли в спальню. То есть она самостоятельно не могла передвигаться. Вы понимаете, что такое, да? После операции, удаленная почка. Вот. И сахар у нее был где-то порядка 17, 15, 17. При том, что она принимала лекарства, инсулин, колола и так далее. Вот. Я начал с ней работать. Женщина, сразу скажу, вредная просто до ужаса. Вот. Но тем не менее я с ней поработал. После 2-го сеанса у нее вдруг сахар попер вверх до 20, подпрыгнул. Вот. Это реакция организма сработала. Они там сразу испугались. Значит, там наоборот пошло, ухудшилась ситуация, да. Я сказал, вы не волнуйтесь, давайте я еще продолжу, поскольку эта техника абсолютно безопасная, она не может человеку навредить. Вот. И после 3-й сеанс я провел с ней, и началась вот эта вот пандемия, и все. И я дальше не мог с ней заниматься. Вот. Потом мы договорились с ней, что я с ней буду заниматься дистанционно. То есть между нами, нет, не онлайн, дистанционно. Она находилась за 7-8 километров от меня. Я из дома, вот, я лечил ее, она находилась за 7-8 километров от моего дома. Еще 2 сеанса я провел, вот. И сахар у нее потом через какое-то время опустился и стал в пределах 6, 7, 8 миллимоль. То было там 15-17, вот после 5 сеансов у нее опустилось до такого вот уровня. У меня был один такой первый клиент по сахарному диабету. Кстати, вот интересная вещь, я вам скажу. Вот есть такая клиника, диабетическая стопа называется, она в Алмате была. Может, кто-то слышал о ней. Я пытался там договориться, чтобы проводить как бы лечение тоже. Ну, там главврач, он такой сложный человек. Я хотел с ним поговорить, потом я просто не стал разговаривать. Вот. Я устроился туда работать сторожем.
в эту клинику устроился работать сторожем, чтобы иметь доступ вот к этим больным. Вот. А там был управляющий, вот, бывший полковник, это он, начальник погранслужбы. Ну, он уже по болезни его списали на пенсию. Вот. Мы с ним разговаривались, он говорит, да, вот у меня, говорит, сахарный диабет. И он тоже ходит, на перевязки ходит. Вот. У него загноение ноги уже. Вот. И, ну, я ему говорю, хочешь, я с тобой поработаю. И он так легко согласился, говорит, нет вопросов, давайте поработаем. Вот. Я с ним поработал, и после 5 сеансов у него, во-первых, после первого сеанса у него сахар упал вот где-то с 13-15 миллимоль, у него сахар упал до 6-7 миллимоль. Вот, сахар, да. Мало того, что он там несколько месяцев, он же тоже устроился туда на работу, управляющим этой клиники, чтобы лечить свою ногу. Они ему там каждый день перевязку делали и так далее. Вот. И она никак не заживала. Через 2 месяца, когда сахар у него упал, через 2 месяца полностью нога зажила. Вот, вот такой вот случай был. Давайте теперь здесь. Кого вызываем? Кто вам нужен? Чтобы показать чудо. Вот как палец вырос такой. Ну, давайте так. У кого болит, вот, допустим, сустав руки, вот плечо болит. У вас Вот болит кто не может плечо? руку поднять? Вы же поднимаете. Вы же поднимаете свободную руку. А вторая рука поднимается? Нам нужен человек, который не может руку поднять. Ну, хорошо, тут все здоровы, это я очень рад. Ну, хорошо. Вот у кого-то там невралгия, допустим, да? Вот там ребро болит. Бывает это защемление, допустим, да? Вот эта методика, эта техника, она называется квантовое смещение, но она еще называется мгновенное исцеление. Давайте тебя подлечим. Да. А? Сейчас мы... Давайте что-нибудь там попроще что-нибудь. Ну давайте, кто из вас? Вот? Вот мы вам нашли. У меня действительно эта рука не поднимается, я травму получила, еще это, и вторая тоже. Мы как, повиним, покажем. Поднимите вот ту руку, которая у вас болит. Все, да? Это потом. Нет, он поднимается, но Ну, а больно? иногда больно, вот здесь будет. Так. Вы, вот, допустим, свою боль оцените на 10 баллов. По Так, десятибалльной грубо. шкале. По сколько? 10-бальной шкале. 7, 8. Ну Нет, тогда нет, она у это вас не было- болит, тогда если 3. Не, ну я просто сама так думаю, уже терпимо стало. Просто сначала я упала, а потом... Не, вот ещё- если вы, допустим, сейчас поднимаете и до какой-то боли, такой уже... Ну вот сейчас болит, например, я подвигала, он болит. А, уже болит. Ну я думаю, это не так страшно. Встаньте напротив. Вот эту стул, вот таким вот образом встаньте. Ну, для чего стул? Чтобы на всякий случай, если вы будете падать, чтобы вы могли схватиться за это. А он же А потом не надо Да. кататься. Теперь сразу. Так, пожалуйста, тихо. Вас как зовут? Бахает. Баха, да? Значит, вы сейчас закрываете глаза, ни о чем не думаете, вообще ни о чем. Все мысли убрать, ни о чем не думать. Максимально расслабились, максимально расслабились. Если вас будут покачивать, не сопротивляйтесь, не упадете, сзади я вас подстрахую. Какая боль? Это левый, вот это левый у вас, да? Не сопротивляйтесь. Можно снова руки пустить.
телефонами беззвучно. Ну-ка теперь попробуйте левую руку еще раз поднять. Легче? И выше. Да, и выше. Вот, пожалуйста. Вы тогда, пожалуйста, свой телефон сразу назовите, кто-то Да. захочет. Значит, я... Вы запишите, а Да. прямой эфир запомните. Смотрите, я хотел переговорить с вашего разрешения. Может быть, мы с вами еще обсудим этот вопрос. Нет, вы просто на всякий случай свой телефон дайте. Это я дам им. Да. И То есть можно сделать как? Я сейчас вот, здесь есть школа Нарбекова, знаете, слышали, наверное, да? Вот мы в школе Нарбекова сейчас готовим курсы, я буду обучать людей, чтобы люди могли сами себя лечить и лечить своих близких. Этому можно научиться, это не так сложно. То есть любой человек, у которого есть хоть малейшее осознание в голове, он может лечить себя и близких своих. Если бы я вам показал сейчас пачку своих заболеваний изначально, вот, я практически все свои болезни убрал. Вот, практически все болезни убрал. Точно так же любой из вас, работая сам с собой, он может все это удалить. Конечно, такие вещи, как, допустим, ногу отрезали человека, вырасти нога не сможет это вести. Заболевания вы такие не перечислили. А? Кроме сахарного диабета и подагры, еще какие заболевания? Ну, вы знаете, и вот у меня была женщина, у нее была киста вот, на яичниках. Вот. Я с ней занимался, вот, у нее был диаметр 40 миллиметров, на УЗИ показала. Вот. После моих сеансов, где-то 7 сеансов я провел, у нее киста уменьшилась на 20%. Вот. Но я не долечил ее, потому что когда она пришла в больницу, ей сделали УЗИ, и увидели, что она на 20% уменьшилась, они вот так удивились, сказали, как это так, вы что-то пили, что-то ели. Там. Она говорит, тут у меня есть такой товарищ, который со мной работал, и что он делал с тобой? Ну вот он там, у него какое-то квантовое смещение. Ну они, естественно, налетели на нее, ты, мол, дура, шарлатанам веришь, там и так далее. И, короче говоря, они ее отговорили, запугали и ее на операционный стол. Вот. А фактически процесс-то пошел, надо было долечить ее. И все. У нас уже время закончилось, поэтому давайте все, прощаться. пожалуйста, давайте. Для прямого Можете эфира свой записать мой телефон. 707 897 68 73. 68 73. Герман Кириллович. Герман Кириллович. Номер телефона повторить, да? 707 897 68 73. Ким. Всем спасибо. Давайте Герману Мырза поаплодируем. Так, Герман Мырза не уходит. Мы здесь все отключаем уже.